ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Несколько дней остается до старта ежегодной масштабной акции «Тотальный диктант». Она уже стала международной и собирает под свои знамена русскоговорящих людей в разных странах. По опыту Ухты ежегодно проверить себя приходит от 400 до 500 человек. Возраст и пол не имеют значения, поэтому, как правило, публика собирается весьма разношерстная. Например, девушка Руфина так комментирует интерес к проекту. Тотальный диктант, во-первых, объединяет людей, так как это все-таки проходит в один день, один раз в год по всему миру. Стоит тоже отметить, что не только в России эта акция проходит. И мне кажется просто, что человек, когда приходит в аудиторию, даже вот, допустим, люди в возрасте, они могут вспомнить свои былые годы, школьное, там, детство, допустим. Ну и также ощутить даже саму ту атмосферу, написать то же самое ручкой, а не где-то там нажимать на клавиши, допустим, там по планшету или ноутбуку. В этом году кураторы проекта в Ухте решили попробовать новый формат агитации. Учебным заведениям города предложили собственными силами сделать видеоролик. Почему стоит пойти на тотальный диктант, кому это может быть нужно и что в этом интересного? Свое видение должны были изложить в любом приемлемом формате. На все отвели 2 недели. Поскольку дело новое, то на конкурс прислали лишь 3 работы от 10 и 14 школ плюс гуманитарный лицей. Итоги будут подведены вскоре, а пока предварительное мнение. Критично всегда подхожу. Не получилось сагитировать детей. Я так понимаю, что даже не детей, а, скорее всего, взрослое население не получилось сагитировать на это дело. Потому что разовое, потому что впервые, ну и, наверное, потому что не умеем мы не профессионалы в этом направлении, мы не умеем именно создавать рекламу. Здесь нужны специалисты. Дети продуманные умеют пользоваться компьютером, умеют в программах работать, а создать рекламу как таковую, наверное, нужно привлекать специалистов. Тотальный диктант стартует в эту субботу, 13 апреля. Для него в Ухте выделено 23 площадки. Выбрать подходящую для себя можно на сайте проекта. Как и ранее, с собой ничего брать не нужно, при желании регистрация анонимна. Результаты станут известны примерно через неделю. Их можно увидеть на сайте или же забрать свою работу в местном управлении образования. Итак, 13 апреля, 14:00. Приходите проверить свой русский язык.